пришел положительный тест, подтвержденный, ковид у человека. В частности, Алия Хабибуллина задает вопрос, только что он был у нас в эфире, после положительного ПЦР, что нам делать, куда идти, кто назначит лечение? Анатолий, у нас, если тест давали в государственной системе здравоохранения, в наших центрах, амбулаторных поликлинических центрах, поликлиниках, приходит СМС-информация и есть ссылка по действиям. Там четкий регламент есть, куда обращаться, как быть и как действовать. Второй момент. Сейчас Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало методические указания, памятку по действию каждого. Они есть у нас на официальных ресурсах. Это сайты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Республики Башкортостан, на сайтах медицинских организаций, ресурсе stopcoronavirus.rf. Также в соцсетях мы их распространяли активно и продолжаем информировать об этом. Там четкий алгоритм действий имеется. Если пациент, к примеру, бессимптомно пришел положительный анализ, но ничего не беспокоит, легкое першение в горле и больше никаких клинических проявлений. Поэтому в этом случае необходимо позвонить в поликлинику, оформить себе больничный лист, дистанционно, без посещения поликлиники. Максим Васильевич, подождите. То есть, если даже не подтвержден... Мы говорим о том случае, когда подтвержденный ковид. Да, я поэтому говорю. Да, я еще раз акцентирую внимание, что если подтвержденный ковид и есть симптомы, тогда мы дистанционно открываем больничный. Да. Так, это принято. Дальше. Кто назначает лечение, Максим Васильевич? Открыли дистанционно больничный. Назначает лечение медицинский работник на основании тех клинических и методических рекомендаций, которые у нас сейчас есть. А как вот это происходит? Как пациент узнает о том, что ему назначили? Либо обратиться по телефону в наш контакт-центр. На 122 придет к нему и скажет записаться к врачу, либо увидит данную информацию дистанционно. Сейчас я секундочку открою, даже есть QR-код в этом направлении. У нас сейчас на наших экранах QR-код, который перенесет на сайт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Я коллег прошу вывести его, и там есть памятки, и есть вся подробная информация, связанная с тем, как поступать, куда обращаться, куда звонить. Совершенно верно. И там есть четкие критерии. Если вы попадаете в группу риска, у вас есть сопутствующая патология, там, ожирение, сахарный диабет, онкология, то ваши действия расписаны. Поэтому необходимо будет все равно обратиться в медицинскую организацию по месту обслуживания, где вы обслуживаетесь, и получить необходимую консультативную помощь, как положено.